Ну, я вам скажу, с такой зимой я не знаю, что мы вообще будем делать. Я дома не могу сидеть. Я, как вижу солнце и слышу пение птиц, все, мне надо выйти и ехать. А еще я с вечера смотрю Google карты, и мы едем на автодром имени Рикардо Тома. Ну, погоду, я думаю, видно всем, да? Да, ветерочек, но все же помнят, какая у меня балаклава есть. И термобелье, и джинсики, и перчаточки, так что... Да, тут самое главное не вспотеть, потому что на солнце будет жарко. И не гнать. Не надо нам рекорды, как я люблю это повторять. Мусор, вот, да, видно, да, есть. Крупный город, да. 698 евро диван. Вот Надюха там все. Она говорит, что у нас, говорит, обострение не прекращается. Говорит, хочу диван перед Новым годом. Там аж в соцсетях писала, вот угловой диван, утренний кофе. Хочешь так приляг, и раскладывается. Подзадувает. Я вот, кстати, что еще хотел сказать. Старой такой аутентичной техники, мото, вело, ну вело более-менее, мото и авто здесь нету, то есть это не Франция, где 2 ЦВ спокойно ездят, их массово. То есть если тут я 2 ЦВ я видел там 2 раза, то во Франции я видел это 2 раза в день. И вообще здесь как бы, ну понятно, своего автопрома в Испании нету, я имею в виду, не было. И в основном-то все откуда? С Франции шло. Это осенизатор или бетононасос? Осенизатор. Тут велодорожка, но я на нее там через Чигири не прыгаю. Нет, собственно говоря, нам вот туда. Или нет, или это полиция локаль. Господи. Нет, вот туда нам. К этому. К парку. А, не, можно, вот. Даже можем приодеть. Да, здесь у них целое гнездо полиции локаль. О, тут и почистили бы, что ли, хоть к себе подъезд. Так, и... А, вот отсюда. Ну ничего. Так, через это мы не едем. Мы едем по нормальному маршруту, по Мирскому. Это что такое? С каких это пор тут что-то закрыто? Это такая редкость. Да, подзадувает, если честно. Сидеть дома это еще хуже. Двухтактничек, а масло гомно льет. На матюле, который мы лили, чистая эстеровая синтетика. Там нефть даже рядом с ним нигде не находилась. Ай, какая красотища, а! Так, цены. Соляра евро 0,8, бенз евро 17. Там супер соляры всякие мы не считаем. Да, я уже говорил 100 раз, насколько приятно то, что такая забота о людях. То есть тех, кто использует велик, с колясочками, инвалиды, пожилые, они не должны стрессироваться. Как мы будем переходить здесь? По каким-то ступенькам ходить. Вот. Идут спокойно, отделены бетонным забором. Я, кстати, катаю чисто по-испански. Я выехал, у меня там какая-то вода, где-то какие-то остатки. Сейчас мне нужно до бюветика доехать, набрать воды.
вот сюда и в аэропорт. Что, 20 км меряет меня, да? Ладно. И даже говорит спасибо. Да, физуху нужно качать. Ноги забиваются моментально. Так, промоем от всего. И немножечко наберем. Какой у меня микс. Бутылка одна, крышка другая. Не летела вода, потому что не лето. И в мокром ехать не хочется вообще. Так, все отлично. Мы едем так, как нам нужно. Здесь нам... здесь одностороннее. И нам здесь нельзя. Нам надо здесь налево. И поехали. И мы приезжаем прямо четенько к нашим самолетам. Вот это вот антенны, это центр технологической поддержки ООН. Здесь он прямо в аэропорту находится. Что-то он мне ведет каким-то маршрутом мне непонятным. Понятным. Просто здесь дорога непонятная. Нормально. Вот это да. Ивеко тут официальный дилер. Боже, боже. Чё тут только нету, а? Вот это мне сдается профсоюз. Они и поссали здесь, и посрали. Господи. Ай, девки. Пивом почему-то не пахнет. Так, здесь у нас Nissan. В общем, такая промтехзона. Авто больше с уклоном. И еще раз вот сюда. Ого! Какая Меркадонна! Это, наверное, их не склад здесь. Да, я еду обратно. Не хочу я, мне ветер дует прямо в этот самый, в рыло. Я уже потный весь, и удовольствия вообще никакого нету. 15 км, 30 километров для тренировочки. Нормально, не хочу. Не хочу, я хочу делать то, что мне нравится. А крутить против ветра еще и мокрому мне не нравится. Думаю, вот это ж можно взять, а? Вот же оно ж отдельно стоит. Хотя, мне кажется, они зеленые. Хотя можно и попробовать. Например, вот этот вот. Интересно. Ну что, ваша ставка. Офигенские. Банда, я не знаю, как это сказать. Когда ты едешь, ты понимаешь, что ты не хочешь, и едешь обратно, и попадаешь вот в такое место, где дерево растет, тут практически оранжевые апельсины, и сидишь на обочине, ешь. Блин, это невероятно. Так вот, вроде бы ничего особенного в этом нету, да? Все там ходили по садам, везде, во всех странах. Где-то растет там гранат, где-то виноград, где-то яблони, слива, инжир. Блин, но насколько это приятно есть апельсины. Что там можно, что там нельзя. Я человек простой. Вот я вижу здесь оранжевые апельсины. Я их себе в карман вот так вот засовываю. А вон еще дичка. Ну не дичка, а может упала апельсин или косточка и выросло дерево. Вот оно, вот сад. Огорожен все. И там видно, что там сорт растет не такой. Хотя может и такой же. А вот здесь.
Да, покупка вот этой вот бутылки — это бинго просто. То есть не надо снимать, доставать, вся вода здесь, вес этот он практически не ощущается. Да, ветер надо катать вот так, чтобы ветер дул в спину. Вот тогда это отлично, вообще суперски, просто так, как надо. О, едешь, оно где-то тут. Просто движущиеся потоки воздуха. Вообще красота. Кстати, потрескивания все эти были от подседельного штыря. Так что к выносу вопросов нету. Да, по ветру вообще вон 25 км я вообще не кручу. Так, просто делаю вид, что активность какая-то. Да, я решил объехать аэропортец. Прокатиться по солнышку. Да, немножко против ветра, но чем ехать там возле дорожки, лучше уж я вот тут по красивым местам. По вот такому вот покрытию велик себя чувствует вообще отлично. Я еду вообще на изях. А то некоторые думают: боже, нужна какая-то супер-пупер гревел резина. Да не надо ничего, вон 28-е обычные колеса, обычный endurance байк, все. Да, когда знаешь уже все дорожки вот эти вот, ну как все, то есть я уже знаю, куда то пошла дорога, то на Гран-Радану пошла, мы с вами туда уже катали. Здесь тоже я знаю уже, что сейчас будет, куда мы поедем. Катать, конечно, прикольненько, но катать в одном и том же месте — это, скажем так, не совсем то. Ну, жара. Ужас. Погода вообще здесь не угадаешь. Вот сейчас бы я бы с удовольствием бы снял бы и штаны, и куртку, и все бы снял. Все. А ну, сколько показывает нам брехунок? 18,2. Вот мы по тени ехали сейчас. Мне это место, оно меня по-прежнему, вот сколько раз я уже здесь был, оно меня по-прежнему манит, будоражит и вообще. То есть мы с вами, вы же помните, да, что мы проехали вот здесь вот, поехали вот туда. Там ветер мне стал дуть прямо в харю, и мне стало тяжело, и мы с вами вернулись и объехали аэропорт. Вот этот вот весь, объехали его. И так вот приехали вот сюда. Ух ты! Гвардия Сивил на Альфочке, на какой! Красавцы! Ну, самолетик сел, я не думаю, что сейчас прилетит что-то еще. Вельчик пододвинуло. Так, нашел он тут, как он тут у нас сел. Нормально сел, пускай так и стоит. Во-первых, здесь станция зарядки электромобилей. Меня таким уже не удивишь. Я знаю, что у нас и в Крыму их уже там, может быть, я видел там штуки 2. И в Украине, и в Москве вообще их делают нормально. Но это поселок, это в прямом смысле Мухосранск. То есть это от Валенсии. Хотя, в принципе, как пригород Москвы. Не, нормально, нормально. Квар-де-Поблет. Да, надо с метро разбираться, потому что это удобно. То есть я могу сесть, приехать в Гирию, в Бенгуасил, вот эти города все, вот тут куча городов тоже, вот от Торрента и пошла. И ну здесь нет, здесь мне ничего не интересно. Сюда я могу в Бетеру, я и так там
что там тут ехать-то, тут вот раз-два и приехал. Это тоже мне не интересно. То есть вот в аэропорт ветка тоже не интересна. Рибаро-Хатури я туда могу сам приехать. Вниз нам чуть-чуть здесь. Ага, а это приехали за ресикляжем. Так, нам здесь налево. Собственно говоря, здесь и велодорожка есть. Да, в чем прелесть, конечно, велосипеда, что раз-два, и ты можешь идти против движения, под любой знак. Просто я понял, что мне слишком много объезжать по односторонним. Зачем? Я же могу трансформироваться в пешехода. Вот и все. Как говорит Максим Юрьевич, если комбинировать пешие прогулки, то есть велик с пешими прогулками, вот так вот, это самое лучшее и для суставов, и для простаты, и для сердца вообще. Ага, Дурко мог спокойно пройти через парк. Там был вход вот в этот парк, я мог в него войти и выйти прямо здесь. Будем знать. Это для собак, да. Чисто, то есть вот выйти возле дома, посидеть, почилить, вот собаку сюда запустил, пускай она бегает себе здесь. Да, тут места немного, но, блин. Слушай, друг, это все-таки пешеходное. Как-то можно и помедленнее здесь крутить. Вот тут написано «Приоридат бетон». Не, мне стало опять лень крутить против ветра. Не хочу я. Поедем, посмотрим или завтра, или послезавтра. Центр этот огромный, там я уже глянул. Ага, у мужика электровельчик с ассистансом именно в каретке. Конечно, он самую последнюю передачу включил, просто крутит. Вот коммутер чисто такой по городу. А сверху это один огромный такой круг, как тортик, от которого отъели где-то 1/5, нет, 1/3 часть где-то отъели. Тепло. Да, домой возвращаться вообще, ну, в 4 стены. Надо это как-то решать. И решать это надо быстро, и как-то это надо решать. Вот, я даже на сидушке не сижу, то есть у меня весь вес на одной ножке. Просто я амортизирую, и все, и руль вот просто. Я забыл про сиесту. Они с 9:30 до 2 и с 16:30 до пол. Короче, не. Вот такого плана мне нравится. Вообще на стиле. Хочу прокатиться в парк Бениколаб. Он где-то здесь. Ну, как бы
Вот где-то тут и направо. И оттуда посижу там мандаринку, апельсинку съем. Да, велодорожки. Эта тема, оно, знаете, так манит. Прокатиться, посмотреть город, блин. 18 градусов на улице. Ну вот мы едем в ветер, мне показывает 17,6. Если я сейчас просто стану, буду стоять, он быстро очень покажет 18. Хочу тут сейчас один новый парк глянуть и сесть в нем, апельсинчики съесть. И как солнышко уже зайдет, так и поеду домой. Тем более, что тут велодорожка ведет прямо в этот парк. Прямо вот совсем. Прямо в него. О. Я вообще забываю камеру включить. Рассказываю вам что-то про велодорожки. Вон девка на сингле крутит быстрее меня в сапогах. Спасибо. Это такие девчонки уже по возрасту, как я. Господи, девчонки, боже. В душе-то все остались такими же, как и были. А в зеркало смотришь, а там дядька какой-то. А что это за место? Я вообще здесь был? Нет, не был. Вот и побываем. Да, ничего, так она нажимает. Против ветра. Очень ничего, но мы приехали. Я на солнышке хотел. А это здесь. Это здесь, вот. И солнышко здесь еще мне минут 15, а то и 20 будет. Ай, красота, друзья, ну видно, да? Он такой идет под углом немножко, совсем небольшой парк, но приехать, посидеть и отдохнуть здесь нужно. Вот это место я на гугле смотрел, это Женералитат какой-то, какой-то консилиум валенсийский. Так, надо руки помыть после... Как это здорово, что можно взять так вот ручки помыть, а? Ну это же прекрасно, просто прекрасно. Невероятно. Невероятно, друзья. Я в Испании, я здесь, и я делаю то, о чем я писал себе. Блин, вот там пакета нету. А, кстати, для бычков отдельно вот. Вот что мне, скидывать мусор вот туда? Вот там пойду гляну, может там пакет есть. Слушай, ну что, я сейчас выкину, а потом его выковыривать оттуда будут. Блин, ну банда, простите. Ставьте пакеты. И еще я понял, что надо делать то, что хочется. Вот сейчас мне хочется взять и сфоткать велик, как он стоит. Это надо сделать. Я беру, вытираю ручки. Становлюсь вот на то место, с которого он мне прямо вот кажется, что отсюда его нужно сфоткать. Не, нифига не передает. Вот глазами, когда смотришь, совсем по-другому. То есть фокус на велике, вот эти 3 дерева стоят. А так не. Я езжу вот отсюда и вот сюда. Там потом спускаюсь и налево. Но сейчас мы поедем прямо. Да, тут немножечко в какашках все, поэтому я выцеливаю. Я вообще не понимаю испанцев этих. Карлос говорит наранха, я ему говорю, да, у меня
меня есть, говорю, хочешь? Он говорит, а нет, это не наранха, это фигня. Дал мне 2 апельсинины, дал мне еще консервов этих. Я говорю, Карлос, блин, спасибо. И при этом он говорит, что ему эта комната дорого обходится, что он там что-то с Владимиром разговаривает. Я вообще не могу понять, как люди настолько готовы поделиться последним, что ли, учитывая то, что я не прошу, блин. Или это Карлос такой один просто испанец, просто какой-то невероятный. Я вообще не могу понять. Надо учить язык, потому что я учу его. Вообще меня люди окружают просто невероятные. Вчера тоже лендлорды зашли мои, говорят, я говорю, да, постричься, вот впадлу мне, короче, стало. Говорю, у вас есть, говорю, я говорю, пойду себе куплю за 20-ку триммер. Надюха говорит, так а чё, говорит, и у нас, говорит, есть, я тебе дам. Я говорю, а вы не пользуетесь? Ну, а Володя, он с длинными волосами, и Надюха. Они говорят, да нет, мы дадим тебе. То есть люди вообще, я сам такой, как бы, но, блин, одно дело, я такой, я считаю, это нормально, когда я делаю. Вот для меня это нормально, когда я людям помогаю. Но, блин, когда помогают мне как бы, конечно, это все равно, но это настолько приятно, настолько неожиданно вообще. Смотрите, какая красота.